У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. У працаўнікоў сельскай гаспадаркі зараз гарачая пара. Хлебаробы Віцебшчыны вядуць масавую сяўбу. Як у вобласці закладваецца ўраджай 2019? Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Ранняя вясна сёлета прыспешыла хлебаробаў выйсці на палі значна раней, чым летась. Мінулы год наогул быў вельмі неспрыяльным па умовах надвор'я, асабліва падчас масавага пасеву яравых. Сёлета ж на палі выйшлі раней на 2-3 тыдні. Как никогда дружно Витебская область начала работу. Наверное, прежде всего способствовала погода. Земли подошли практически во всех районах одновременно. Поэтому все хозяйства приступили уже к посевной кампании. Волноваться за то, что посеют аграрники или нет, не стоит. Аграрники сеяли всегда, в любых условиях. Мы бы сегодня хотели разговор вести о четкой, грамотной технологии на селе. Вот если мы выдержим технологию, тогда мы получим максимум урожая. 30 центнеров, те, которые мы получаем, и 70-80, которые должны получать, это как раз-то разница в технологиях. Поэтому мы настраиваем наших аграриев именно на максимальное выполнение технологий. Немногое, к сожалению, еще для этого и сделано. Да, недостаточно удобрений. Хотелось бы не допустить перебоев с топливом, но по большому счету мы стараемся решать, чтобы аграрии не чувствовали на сегодняшний день этих проблем. Пасяўная патрабуе значных ресурсаў, якія неабходна знайсці за кароткія тэрміны. Хотелось бы сказать огромное спасибо и Белнефтехиму, Промагролизингу, Минскому тракторному заводу, понимая сегодня, что единовременно необходимо огромные большие материальные ресурсы вот буквально в течение 2 месяцев, да, по максимуму вложить для того, чтобы через 6, через 7, через 9 месяцев, если в растениеводстве получить, значит, результат. Поэтому вышеназванные промышленные предприятия, концерны, они, естественно, всегда идут навстречу, зная вот эту ситуацию. Нам помогают еще, если мы не можем сегодня финансово полностью обеспечить, рассчитаться, дают с рассрочкой. Нам, значит, выделили 3000 тонн дизельного топлива. Пока сейчас подойдет основной товарный кредит в количестве 8,2 тысяч тонн. Естественно, 2 недели мы уже где-то что-то делаем. И пашем там, где не успели, и готовим почву, значит, и вступаем в основные полевые работы. Это благодаря тому, что договорились, Белнефтехим пошел навстречу. Это, естественно, в течение месяца мы с ним обязательно рассчитаемся. Сучасная сельскагаспадарчая тэхніка – гэта высокапрадукцыйныя энерганасычаныя агрэгаты. Каштуюць яны нятанна, аднак за апошнія гады ў вобласці ўдалося набыць значную іх колькасць. На протяжении второй половины 16, 17, 18 года, конечно, активно велась закупка мощной, высокопроизводительной, широкозахватной техники. Это касается как и тракторов, в основном это МТЗ-3522, К-744. Есть ряд единиц и импортной сельскохозяйственной техники, плюс комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, там где действительно после плуга, значит, он проходит за один проход и полностью подготавливает землю под посев. Вот, сегодня это порядка 200 единиц тракторов. Так, тоже под них есть шлейф полный, как начиная от плугов, так и до комбинированных почвообрабатывающих агрегатов. Это шириной захвата от 6 до 12 метров. Как и сеялки, вы знаете, что есть сегодня 12-метровая. Естественно, на такой технике человек за световой день или за рабочий день 8 часов спокойно, значит, может готовить от 50 до 70 гектаров подготовки почвы. Так что, если сегодня чисто теоретически посчитать, 200 тракторов, значит, и по подготовке почвы, и по севу, то теоретически мы сегодня должны выходить на ежедневный сев 20 тысяч гектаров. Люди сегодня настроены, подобраны именно вот на эту широкозахватную и энергонасыщенную технику в обязательном порядке на подготовке почвы. Это 2 механизатора. Того, чтобы максимум выжить, и эта техника дала отдачу. Люди подготовлены. Частка сельскагаспадарчай тэхнікі вырабляецца і ў нашай вобласці. На Віцебскім маторарамонтным заводзе выпускаюць лінейку прычапных прыстасаванняў для апрацоўкі глебы, а каля 3 гадоў таму асвоілі выпуск сеялкі, якая ўжо нядрэнна зарэкамендавала сябе. За гэты час з канвеера сышлі 86 такіх агрэгатаў.
В 2016 году на заводе освоили производство сеялки зернотуковой механической ZTM-4N. Экспериментальная сеялка с увеличенным бункером, то есть чтобы увеличить производительность посева. Одновременно с посевом вносятся стартовые дозы минеральных удобрений. И сеялка механическая, что и, естественно, повышается качество посева, получается экономия топлива и энерготрат. Прадпрыемства займаецца таксама капітальным рамонтам рухавікоў, у тым ліку да энерганасычанай тэхнікі. За год завод узнаўляе іх каля 6 сотень. Предприятие загружено в настоящий момент полностью. На предприятии работает 160 человек, общая численность. Работа идет по 10 часов, и некоторые участки работают в 2 смены. И все силы направлены на то, чтобы подготовить технику к посеву. Дробны сельскагаспадарчы вытворца не можа сабе дазволіць не набыць высокапрадукцыйную тэхніку, не асвоіць дарагія сучасныя тэхналогіі. Урэшце дабіцца эканамічнай эфектыўнасці і быць канкурэнтаздольным на рынку. Будучае сельскагаспадарчай вытворчасці за буйнымі холдингами. Создание крупных кооперативно-интеграционных структур, агрохолдингов с участием перерабатывающих предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Этим путем идет Витебщина. Мы объединяем сегодня сельскохозяйственное производство, комбикормовую промышленность, молочно-перерабатывающее предприятие и торговлю во единое целое. Что это дает? Прежде всего снижение себестоимости. Мы получим конкурентоспособный товар. Второе. Сконцентрировав выручку, мы сможем перераспределить ее в осовременивание сельскохозяйственного производства. И это главное. Віцебская вобласць першапраходца ў справе ўзбуйнення сельскагаспадарчай вытворчасці шляхам стварэння інтэграцыйных структур. Гэта рашэнне было прынята ў 2016 годзе і зацверджана адпаведным указам кіраўніка дзяржавы. Интеграционные структуры, которые были созданы, под них взять максимально сельскохозяйственных земель, те, которые сегодня рядовое сельхозпредприятие или с определенными проблемами, как по техническому плану, как по кадровому обеспечению, так, оно просто не может обработать уже землю. А что такое интеграционная структура? Это мясо, молокопереработка, это предприятие комбикормовой промышленности, так, мукомольное предприятие. Естественно, без сырьевой зоны никто не может существовать, поэтому если она не может, то надо ей подставить плечо, значит, вложить туда определенные деньги через приобретение сельскохозяйственной техники и параллельно создача своего механизированного отряда, который сегодня может поехать на прорыв, будь то вот Сенецкий район, там, или в Чашнике помочь, или в Лепель пойти на прорыв, или в Шумилино. Получить, опять же, продукцию для своих предприятий, будь то молоко или мясо перерабатывающее, и в конечном итоге выстроить цепочку от поля до прилавка. На Віцебшчыне былі створаны 4 інтэграцыйныя структуры. На пачатку ў гэтыя аб'яднанні былі ўключаны пераважна гаспадаркі, якія спецыялізуюцца на атрыманні малака і мяса. Паступова сіламі структур сталі апрацоўвацца і землі праблемных гаспадарак, у якіх не засталося ні кадраў, ні рэсурсаў для нармальнай работы. Изначально в состав, кроме предприятий мяса и молокопереработки, входило 37 сельхозорганизаций. Впоследствии в 2017-2018 году в доверительное управление передано еще 97 хозяйств, те, которые уже практически самостоятельно не способны были обрабатывать землю, не способны вовремя и качественно посеять. Износ техники у них очень небольшой, кадровый потенциал слабенький. То есть сегодня у нас в структуре 134 хозяйства. Общая площадь пашни у нас сегодня 470 тысяч гектар, это 60% от всего областного объема. Если бы не интеграционные структуры, то практически третья часть хозяйства, может и половина, они не способны бы были обработать землю и посеять. А интеграционная структура дала возможность закупить технику, дала возможность привлечь дополнительно механизаторские кадры, специалистов, и все-таки вот этим отрядным методом, способом засеять, обработать и получить результат. Каб максімальна задзейнічаць высокапрадукцыйныя машыны, створаныя спецыялізаваныя механізаваныя звёны. За кожным трактарам замацаваны па 2 механізатары.
У нас все энергонасыщенные трактора укомплектованы двумя механизаторами на обработке почвы, на вспашке. Вот, сформированы звенья по вспашке по 2-3 трактора на каждом поле, где идет пахота. Что касается сева, то же самое, сформированы звенья. Это почвообработка, это сев, внесение минеральных удобрений. Организовано соревнование между этими звеньями. И сегодня механизаторы знают, за что работают, как работают. Питание организовано, все эти вопросы. Механізаваны атрад віцебскай інтэграцыйнай структуры апрацоўвае палі на тэрыторыі 8 раёнаў. Дмітрию Водневу падчас пасяўной больш за месяц прыходзіцца праводзіць у камандзіроўцы. Ну, время командировки, предоставляется жилье, питание предоставляется, все, пожалуйста, есть что. Помыться можно, все есть. И кормят замечательно, горячие обеды, и ужины есть, завтрак. У нас есть сменщики, день, ночь, техника работает круглосуточно. Норма у нас как бы 16 гектар, это вполне выполняемая норма, которую можно за свой рабочий день выполнить и перевыполнить. Сельскагаспадарчае прадпрыемства Заазер'я увайшло ў склад віцебскай інтэграцыйнай структуры з моманту яе стварэння. Перавагі адчулі адразу. Пришло очень много новой современной энергонасыщенной техники, широкозахватной, которой можно обрабатывать одним проходом, сразу подготавливать почву для сеялок. Современных тоже сеялок. Ускоряется, конечно, сроки сева минимальные у нас в Витебской области. Вы знаете, что чем быстрее посеем, тем лучше урожай получим. До 100 гектараў у дзень засявае механізатар Вадим Пыхтин. В день я работаю от 6 до 9, до 10 вечера, вот, пока солнце зайдет. Вот. Гектар сеют от 80 до 100 гектар. Вот. В зависимости от подготовки почвы. Подготовят больше будем сеять. Если трудишься, стараешься, то заработать можно. Ну вот примерно в день я могу заработать 170 рублей. Обеды подводят регулярно, кормят хорошо, робить можно. Як бачым, пасяўныя работы на полях гаспадарак інтэграцыйных структур зараз у самым разгары. На сегодня все хозяйства интеграционной структуры полностью обеспечены семенным материалом. Решаются вопросы, практически они решены, вопросы по приобретению протравителей семян, решаем вопросы по гербицидам, по минеральным удобрениям. На сегодняшний день на подкормку озимых зерновых мы обеспечены полностью. Что касается перезимовки озимых, в текущем году перезимовка у нас практически была приятная. Где-то процентов 95-97 перезимовало. Мы сегодня активно ведем подкормки. Озимые рапсы также перезимовали. У нас в этом году было приятно, что редко бывает на Витебщине. В текущем году очень быстро ушла влага, сошел снег, быстро ушла влага, поэтому рано вошли в поле. И стараемся все легкие почвы, особенно вот песчаники где-то, после посева полностью прикатать для того, чтобы сохранить влагу. Пасяўная справа не толькі хлебарубаў на полях. Важна дасканала арганізаваць увесь працэс, забяспечыць бесперабойную работу. 6 красавіка ў абласным выканаўчым камітэце прайшла нарада па навядзенні парадку на сельскагаспадарчых аб'ектах, а таксама па праблемных пытаннях пасяўной кампаніі з удзелам прадстаўнікоў абласных уладаў, камітэта дзяржаўнага кантролю, праваахоўных органаў, інспектараў МНС. Спецыялісты гэтых структур выязджаюць у гаспадаркі, каб на месцах выявіць недахопы, папярэдзіць магчымыя парушэнні. На нарадзе ішла размова аб агульнай сітуацыі ў сельскай гаспадарцы в обласці і шляхах вырашэння выяўленых праблем. Адносіны нашых гледачоў да раслінаводства мы паспрабавалі высветліць у нашым традыцыйным апытанні на сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Яго прамежкавыя вынікі зараз на вашых экранах. Як бачым, тым, хто непасрэдна заняты ў сельскай гаспадарцы, зараз няма часу заходзіць на сайт і прымаць удзел у галасаванні. Па адрасе vtv.by будуць і іншыя апытанні. Заходзьце і галасуйце. Тут жа змешчаны і тэмы бліжэйшых выпускаў нашай перадачы. Прапановы па іх, а таксама пытанні адказным за іх вырашэнне службовым асобам можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!